В ходе встречи Ахмед Костоев сообщил, что египетскому обществу «Красный полумесяц» был передан гуманитарный груз на территории Египта в городе Эль-Ариш, куда ранее доставлялись раненые из Палестины. По словам депутата, он связался с местными волонтерами, которые рассказали, что груз в составе 100 фур отправился в сектор Газа. На данный момент помощь, в состав которой вошли медикаменты, постельные принадлежности, средства личной гигиены, продукты, в том числе детское питание, уже получено жителями. Парламентарий подчеркнул, что следующий борт также полностью готов к отправке. При этом Ахмед Костоев отметил, что необходимо содействие главы Ингушетии в этом вопросе. Речь идет о переговорах с МЧС России. Почти 3 недели мы там находились, то есть точнее 20 дней. Мы прилетели в аэропорт Эль-Ариш, это военный аэропорт, который находится в 50 километров от сектора Газа. В Египте, да? Да, это Египет. Но это город Рафах, он расположен, одна часть Рафаха расположена на стороне Египта, вторая на стороне сектора Газа. Вот так вот. Да, один город. Вот, в этот Эль-Ариш мы приехали, и там красному полумесяцу мы передали первый пост. Прямо там в аэропорте, да. Передали красному полумесяцу при их руководстве, познакомились и с волонтерами, чтобы и обратная связь была. И буквально через 4 дня, как мы оттуда уехали, мы оттуда приехали уже в Каир на этом же борту. И через 4 дня нам позвонили и руководство красного полумесяца, и волонтеры, которые непосредственно разгружали этот груз, и сказали, что ваши там 2,5 фуры получился борт. Ваши фуры в составе 100 фур ушли в сектор Газа. У нас же еще есть много гуманитарных. Да. Вот сейчас нам надо решать с МЧС опять. Да, по борту. По борту. Да. Если они борт дают, то мы там или в Чечне загружаем, или в Минводов. Да? Или в Чечне. Так, здесь у нас с этими жильцами как? Здесь у нас 94 человека. Мы их обеспечили полностью. Там взаимодействие есть с правительством, с Миннацем. Здравоохранение. Здравоохранение, там Миннац. Обучение. Обучение русскому языку, обучение там это Министерство образования тоже подключилось, там они есть. Нашим культурным адатам, нашей культуре мы будем уже фонд будет обучать. Ну, с ними будут вестись уроки еженедельно, неделю 1-2 раза. Плюс спортивные какие-то мероприятия, рефлексия, вывоз, опять же, согласование с Миннацем. Глава Ингушетии в ходе разговора с депутатом Народного собрания отметил, что гуманитарная помощь для жителей сектора Газа является важной и неотъемлемой частью поддержки тех, кто сегодня особенно нуждается в помощи. Помимо этого, важно помогать всем необходимым вынужденным переселенцам, находящимся в республике. Говоря про гумпомощь, депутат подчеркнул, что осталось отправить еще 120 тонн собранного жителями Ингушетии груза. Задачу, которую нам поставил Махмуд Али Макшарипович, мы выполнили. Наш груз, 2 борта, которые уже доставлены до сектора Газа. У нас есть и обратная связь от жителей Палестины, и у нас есть обратная связь от Красного полумесяца, которому мы все это передали. Альхамдулиллах, мы свою задачу выполнили. Ну, дальше нам, опять же, нужно доставлять остальную помощь. У нас около 120 тонн еще гуманитарной помощи. Мы с Махмудом Али Макшариповичем опять же переговорили вопрос по обеспечению бортов для доставки этого груза. Он со своей стороны будет разговаривать с руководством МЧС. И в дальнейшем мы будем по мере возможности доставлять оставшийся груз также в Палестину через Красный полумесяц. И наша миссия закончится после того, как мы этот груз в полной мере доставим. Хотел сказать слова благодарности нашему народу,
нашим благотворительным фондам, всем ведомствам, и телевизионщикам, и журналистам, и министерства, и муниципалитеты. И наш народ на самом деле оказал очень, несмотря что мы маленький субъект, и нам это там на месте в Каире, когда мы были, когда люди узнавали, что мы маленький субъект в большой стране, и что у нас 500 тысяч населения, и что мы приехали вот с гуманитарной помощью для сектора Газа. Эти люди просто были удивлены, что вот такой маленький народ собрал вот такую помощь. Поэтому это нам свойственно. Еще раз спасибо нашему народу. Благотворительная акция, направленная на оказание помощи сектору Газа, длилась 10 дней. В состав груза вошли продукты питания, включая различные крупы, консервы, каши, средства личной гигиены, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, многие из которых пожертвовали аптеки, одежда, инвалидные коляски и другие. Часть необходимого была закуплена на собранные жителями денежные средства. Адам Мережков, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.